В эфире телеканала «Итоги дня», в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. В начале выпуска коротко о темах. Государственная инспекция по маломерным судам ежедневно проводит рейды по ледовым переправам. Узнаем подробности о ходе проверки. Студенты и преподаватели АГАТУ собрали первый урожай огурцов из собственной гидропонной теплицы. Семена были высажены всего 2 месяца назад. Мирнинский политехнический институт открыл двери для будущих профессионалов. Более сотни школьников, полных надежд и любопытства, пришли узнать, как устроен институт изнутри. От истоков к вершинам 140 лет на страже якутской культуры и памяти поколений. Свой юбилей отмечает одна из старейших библиотек Якутска. В Нерюнгринском районе идет подготовка к международному национальному празднику Бакалдын. Торжества запланированы на 20 июня. В Якутии помогли дольщикам проблемных домов. В 2025 году 80 человек получили денежные выплаты на общую сумму 88 миллионов рублей. Помощь оказали гражданам из регионального реестра пострадавших участников строительства, в том числе тем, кто вложился в объекты недобросовестных застройщиков. Параллельно в регионе внедряют дополнительные меры защиты, например, эскроу-счета для индивидуального жилья. С 1 марта прошлого года средства граждан хранятся в банке и переходят застройщику только после завершения строительства. Если что-то идет не так, деньги возвращают покупателям. Часть российских пенсионеров получит пенсию за май досрочно уже в апреле до 30 числа из-за приближающихся майских праздников. Это касается всех, кому выплаты перечисляют через банк. Страховые, социальные, накопительные пенсии, выплаты по старости, инвалидности придут автоматически без каких-либо заявлений. Если вместе с пенсией начисляются другие выплаты социального фонда, их тоже переведут досрочно. С 5 мая банки вернутся к обычному графику, а вот пенсионеры, которым деньги доставляет Почта России, получат выплаты в привычные даты. Доставка на дом начнется 2-3 мая и продлится до 25 числа. В эти же дни можно забрать пенсию в кассе почтового отделения. Из-за аномальных снегозапасов предстоящий паводок в Якутии может стать одним из самых сложных за последние годы. В зону потенциального подтопления попадает 121 населенный пункт. Прогнозируется большой объем воды на реках Колыма, Индигирка и Яна. Из-за этого отмечается вероятность повышения уровня воды в Колымской группе районов, а также в группе наибольшего риска находятся Намский, Хангаласский Улусы и город Якутск, расположенный вблизи реки Лены. Для безопасности пропуска весеннего паводка превентивные мероприятия начались с марта. На сегодняшний день зачернено более 50% от запланированного объема. Также проводятся распиловки на 7 участках. На случай заторов создан запас взрывчатки в 25 тонн. Более 700 га необходимо зачернить, но самое сложное здесь надо расчистить от снега и торосов. По процентным соотношениям почти 80% расчищено, это самое главное. Скоро завершат ребята. Зачернено половина, 50%. По распиловке у нас 41 тысяча метров. Намский Улус, буквально я вчера съездил. Намский Улус, ребята молодцы, подрядчики все сделали, завершили. По процентным соотношениям у нас там 70% получается. Еще одно немаловажное направление работы – это подготовка водохранилищ. По последним данным, в Вилюйском водохранилище емкость у нас готова, опорожнена на 70%. Государственная инспекция по маломерным судам ежедневно проводит рейды по ледовым переправам. Превышение веса может привести к провалу подлет. Поэтому в связи с изменением погодных условий на переправах проводится регулярный мониторинг. Сотрудники ГИМС также проводят профилактические беседы с водителями о безопасности. Сегодня с ограничениями по весу действуют переправы Хатас-Павловск и Кангалас-Сотинцы. У переправы Якутск-Нижний Бестях с 8 апреля ограничение грузоподъемности до 20 тонн. Напомним, с 15 апреля по ледовым переправам в центральных районах республики будет полностью запрещен проезд для всех видов транспорта. Наблюдаем информационные щиты, чтобы были правильные информирования людей, происходило сроки открытия, сроки закрытия ледовой переправы, толщине льда, температурному режиму и тоннажу. На тоннаж обращаем особое внимание. На данный момент у нас вчера происходило понижение ледовой переправы. Сейчас грузоподъемность на направлении Якутск-Нижний Бестяк составляет 20 тонн. С
Стартовал масштабный опрос сельхозпроизводителей. С 1 по 11 апреля Сахастат обследует 520 личных подсобных и других индивидуальных хозяйств в 13 районах и в Якутске. К работе привлекли 37 интервьюеров. Они ездят по населенным пунктам и расспрашивают хозяев о поголовье животных, объеме полученной продукции, расходе корма, числе помощников и затратах на услуги. Под проверку попадают не только традиционные подсобные хозяйства, но и владельцы участков от 4 соток, дачники без объединения, а также якутяне с животными без земли. Данные соберут, чтобы точнее оценить состояние сельского хозяйства региона. Они помогут рассчитать выпуск продукции, составить балансы продовольственных ресурсов и понять, сколько продуктов идет на личное потребление. Опрос проводят ежегодно 5 раз в год. Это нужно, чтобы статистика оставалась актуальной между крупными переписями. Студенты и преподаватели АГАТУ собрали первый урожай огурцов из собственной гидропонной теплицы. Семена были высажены всего 2 месяца назад, 24 января, и уже к концу марта участники проекта смогли попробовать первые сочные плоды. Такой быстрый цикл роста стал возможен благодаря применению передовых технологий в университетской теплице. Подробнее об этом в материале Лилии Бурцевой. Именно здесь 2 месяца назад были посеяны семена, и спустя всего 2 месяца был уже собран первый урожай. Что же такое гидропонная теплица? Если рассказывать о ней, то это место, в которой растения выращиваются без почвы. Кроме того, здесь также регулируется и температура, влажность и даже освещение. Гидропоника не только ускоряет развитие растений, но и значительно экономит ресурсы. Система потребляет в разы меньше воды и исключает загрязнение почвы. Для Якутии, где вечная мерзлота требует бережного отношения к экосистеме, это особенно важно. Технология становится экологичной и эффективной альтернативой традиционному земледелию, открывая возможности для круглогодичного выращивания овощей. Цели данной теплицы у нас это в первую очередь это научные исследования, потом учебные, и в том числе практические занятия и так далее. Потому что студенты, мы живем сейчас в 21 веке, они все должны изучать и знать и владеть современными технологиями выращивания, потому что для нашей республики это очень актуально, поскольку у нас там зима длится практически 9 месяцев. Почва у нас тоже бедная для таких вещей, и вода, да. Наши эти технологии гидропоны, они нам позволяют сэкономить до 90% воды при выращивании. Проект вызвал интерес не только у научного сообщества, но и у региональных властей. Министерство по развитию Арктики рассматривает возможность внедрения подобных теплиц в арктических районах республики. Это позволит обеспечить население свежими овощами круглый год. Конечно же, можно начинать со школ, приручать и учить детей выращивать овощи. Это очень интересный проект, мы его, конечно же, поддерживаем, но для того, чтобы он был реализован, необходимо, конечно же, и финансирование, и обучение кадров. Так что мы будем сотрудничать дальше и надеемся, что это очень перспективный проект. В теплице используются современные субстраты, включая минеральную вату из природного бальзата. Экологически чистый материал обеспечивает растениям оптимальные условия для роста без применения грунта. Сегодня здесь выращивается 120 кустов огурцов различных сортов и 70 кустов томатов. Наглядное подтверждение того, что даже в условиях крайнего севера возможно стабильное и эффективное сельское хозяйство. Лилия Бурцева, Артумен Наговицын, Якутск. В первом квартале этого года мобильные бригады врачей оказали медицинскую помощь более чем 12 тысячам якутян. Почти 4 тысячи из них составили дети. За 3 месяца состоялось 24 выезда, включая осмотры взрослых, детские стоматологические обследования, а также прием психонаркологической группы. Проект работает уже 3-й год. За это время медики обследовали свыше 100 тысяч человек. Напомню, в 2025 году врачи выявили почти 97 тысяч заболеваний, в том числе более 10 тысяч случаев впервые. Расширение географии выездов, теперь бригады посещают не только арктические районы, но и другие отдаленные улусы, помогает своевременно диагностировать болезни и повышать доступность медицины в самых труднодоступных уголках республики. В женской консультации Ленска прошла встреча с будущими матерями. В открытом диалоге приняли участие представители районной администрации, органов ЗАГС, социальной защиты населения, пенсионного фонда, МФЦ, а также врач и неонатолог. Специалисты подробно рассказали о мерах поддержки, доступных беременным и семьям с детьми.
Встреча собрала вместе будущих мам и даже пап, также врачей, представителей социальных служб и страховых компаний. Среди почетных гостей присутствовала заместитель главы по социальным вопросам Анна Барбашова. Наш район, как никакой другой, наверное, подходит для воспитания детей. У нас сейчас нет очереди в детский сад, то есть в 1,5 года вы спокойно можете записать ребенка, в детский сад по прописке. В нашем районе бесплатное дополнительное образование, кружки все творческие, все спортивные секции. Я думаю, вы об этом тоже знаете. Каждый из гостей озвучил будущим мамам меры поддержки, существующие сегодня в республике и районе. Так, специалист Ленского управления социальной защиты населения подробно рассказал девушкам о целевом капитале «Дети столетия», региональном материнском капитале при рождении 2-го ребенка, также о республиканском материнском капитале «Семья» при рождении 3-го и последующих детей. При рождении 2-го ребенка назначается региональный мат-капитал. Он сейчас у нас в размере 288 972 рубля 95 копеек. Также у нас условия проживания на территории республики не менее 3 лет до рождения ребенка. Полезные советы по грудному вскармливанию и его пользе дала будущим мамам врач-неонатолог, сотрудник МФЦ о порядке оформления документов, специалист пенсионного фонда о положенных выплатах. Вообще, это первая беременность, она такая трепетная, все такое новое. И когда вот это все рассказывают, естественно, эта информация очень полезна. Что-то, конечно, с беременным мозгом не запоминается. Вот. А так, в основном, услышала там некоторые ответы на вопросы, которые хотела. В завершении встречи прошел психологический тренинг. Мероприятие было организовано женской консультацией. Вот мы проводим уже 3-й год, но в этом году прям особенно много у нас присутствующих беременных. И самое удивительное, с мужьями, очень много мужей, больше, чем беременных, мне кажется. Им тоже и так же интересно все вот это, беременность своих жен, как они протекают, какие им поддержки государство предоставляет. Очень приятно. Встреча прошла в теплой дружеской атмосфере и стала не только источником полезной информации, но и настоящей поддержкой для будущих мам, напомнив им о важности заботы, любви и внимания в этот особенный период жизни. Светлана Болеева, Виталий Андреев, Ленск. В России разработают специальную программу, чтобы научить воспитанников детских садов правильно действовать при угрозе теракта или в случае нападения. В течение этого года появятся не только методические рекомендации для педагогов, но и инструкции по проведению тренировок по антитеррористической защищенности детских садов. За работу отвечает Минпросвещение РФ, Московский государственный психолого-педагогический университет и региональные власти. А с 1 сентября этого года во всех детских садах запустят добрые игры. Это аналог школьных разговоров о важном. Они будут посвящены духовно-нравственным ценностям. Сегодня в Алдане финиширует республиканский педагогический турнир, в котором знаниями и компетентностью мерятся педагоги дошкольного образования. В течение 2 дней команды из 4 районов выполняли теоретические упражнения, решали ситуационные задачи и представляли домашнюю работу. Какие испытания ожидали участников, знают наши коллеги. Рассказать о своем районе и об особенностях системы дошкольного образования, поделиться собственным видением профессии педагога, сформулировать основные цели, а также показать знания в теоретических вопросах и найти эффективные решения предложенных ситуационных задач. Выполнить множество разноплановых заданий предстояло участникам республиканского педагогического турнира. Интеллектуально-творческая битва, проходившая в течение 2 дней в стенах Алданской школы номер 2, оказалась нешуточной. Цель педагогического турнира, конечно же, это повышение методической компетентности среди педагогов дошкольной организации. Это, конечно же, информационная, методическая компетентность, психолого-педагогическая, коммуникативная. Республиканский педагогический турнир посвящен объявленному в России Году единства народов. По инициативе Министерства просвещения 2026 также провозглашен Годом дошкольного образования. В честь столетия системы ранней подготовки Институтом развития образования и повышения квалификации Якутии было предложено проводить мероприятия республиканского масштаба во всех районах в течение года. Мы с отделом дошкольного образования подумали и вышли на именно методический турнир, потому что такую практику мы уже имели, мы проводили свой районный, она понравилась в свое время, и поэтому мы решили, что необходимо пригласить и другие районы, и нам самим есть что показать, и я думаю, что нам есть что взять у других районов.
В борьбе за победу в педагогическом турнире сошлись команды Алданского, Нерингринского, Чурапчинского и Мегино-Кангаласского районов. Каждая команда состояла из 5 человек. Это и заведующие, старшие воспитатели, это воспитатель, молодой специалист и наставник. Команды у нас сильные. Это улусы, которые находятся в авангарде дошкольной системы именно Якутии. По мнению участников, задания оказались непростыми. Чтобы выступить достойно, педагогам предстояло мобилизовать все ресурсы. Предварительную подготовку предполагала только часть этапов. Причем найти подсказки к ним оказалось невозможно. Опираться пришлось только на собственные знания и практический опыт. Мы сели вот со всей командой и стали думать именно. Мы очень долго обсуждали, и было именно очень трудно что-то ответить на эти вопросы, но мы справились, и по итогам заочного мы 3-й пока. В рамках турнира участники посетили некоторые учреждения образования района. Кроме того, хозяева подготовили для гостей обширную культурную программу. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. В Мирнинском политехническом институте День открытых дверей распахнул свои двери для тех, кто только начинает свой путь в выборе будущей профессии. Более сотни юных умов, полных надежд и любопытства, собрались, чтобы поближе познакомиться с жизнью института, узнать о его образовательных программах и о том, какие перспективы открываются перед выпускниками. Для будущих студентов была подготовлена насыщенная программа. Интерактивные площадки, мастер-классы и увлекательные квизы позволили им заглянуть в мир науки и технологий. От лингвистических игр, таких как для погружения в нейробиологию, с экспресс-тренажерами для супермышления, каждый смог найти что-то интересное для себя. Я узнала об экономическом центре, в котором я вообще никак не догадывалась, что они такую прям огромную работу совершают в нашей Якутии. Я планирую поступать на клинического психолога. Особенно впечатлили мастер-классы, связанные с добычей полезных ископаемых и изучением движений жидкостей. Ведь именно эти направления тесно связаны с богатым промышленным наследием Алмазного края. В этом году мы будем набирать по 7 направлениям, специальностям. У нас выделено 114 бюджетных мест на 2026 год. И по очной форме, и по заочной форме. Мы пришли сюда за новой информацией, за тем, чтобы узнать условия поступления в университет. У нас заключен договор о сотрудничестве. Студенты МПТИ СВФУ проходят практику на базе нашей школы. Важную роль в программе сыграли и представители компаний-партнеров. Они рассказали о востребованных специальностях на ведущих предприятиях Алмазного края. Познакомили ребят с реальными задачами, которые предстоит решать будущим инженерам и специалистам. Очень большое количество школьников и студентов мы привлекаем для ознакомления с компанией «Алроса». И рассказываем о каких-то моментах в работе, интересующих вопросов, как они могут развиваться, в какие конкретно подразделения они могут попасть. Проводим довольно большое количество различных мероприятий, вводим детей на экскурсии. День открытых дверей в Мирнинском политехническом институте стал не просто информационным мероприятием, а настоящим погружением в атмосферу будущей профессии. Школьники смогли почувствовать себя частью студенческого сообщества, задать интересующие вопросы и, самое главное, сделать более осознанный выбор своего пути. Анна Васильева, Мирный. Сегодня в стенах филиала Государственного фонда «Защитники Отечества» вручили нагрудные знаки «Доброволец Донбасса» нашим землякам, которые достойно проявили себя в качестве добровольцев в составе вооруженных подразделений в зоне проведения СВО. Награды вручил руководитель Якутского регионального отделения Союза добровольцев Донбасса Аркадий Пудов. Нагрудные знаки и удостоверения получили 11 добровольцев, а награду бойца, который сейчас находится в зоне проведения специальной военной операции Петра Катакинова, получила его супруга. Память о павших воинах СВО почтили минутой молчания. Сегодня Якутское региональное отделение Союз добровольцев Донбасса и фонд «Защитники Отечества» будут вручать знаки добровольцев Донбасса ветеранам и тем ребятам, которые достойно защищали свою родину, проявили патриотизм и достойно защитили свою родину.
12 июня в Якутии состоится масштабное спортивное событие. Первый в истории региона республиканский полумарафон «Забег единства». В 1 минуту участники выйдут на старт одновременно в Якутске и 21 районе региона, демонстрируя сплоченность и приверженность здоровому образу жизни. Лозунг мероприятия «Бежим вместе, бежим в ногу со всей страной». Программа забега включает дистанции для всех возрастов, детские старты на 500 метров и 1 километр, взрослые дистанции от 2,5 до 21 километра, а также 3-километровую дистанцию для любителей скандинавской ходьбы. Проходить будет впервые. Конечно же, важно участие. Сегодня здоровье человека – это самое важное, то, что есть у каждого человека. Поэтому мы должны сделать большой охват населения, ну и переживать здоровому образу жизни и, конечно, заниматься спортом. Поэтому всех людей, которые сегодня хотят участвовать, уже могут зарегистрироваться и принять участие на этом забеге. От истоков к вершинам 140 лет на страже якутской культуры и памяти поколений. В столице республики отметили юбилей одной из старейших кладезей знаний Северо-модельной краеведческой библиотеки имени Белинского. Свою летопись учреждение ведет с 9 апреля 1886 года. Читальня открылась по инициативе епископа Иакова. Подробнее об истории учреждения и его развитии расскажет Анастасия Пуляева. Честь имею объявить. Вот таким изысканным слогом 9 апреля 1886 года начиналось объявление об открытии публичной библиотеки, родоначальницы Центральной городской библиотеки имени Белинского. На протяжении 140 лет библиотека являлась культурным ориентиром для горожан, претерпела ряд изменений. Она была Центральной городской библиотекой с 70-х годов. В 1948 году нам было присвоено имя Виссариона Григорьевича Белинского. В 1922 году мы стали краеведческой библиотекой, а в 1924 году мы стали уже модельной библиотекой. На сегодняшний день кладезь знаний является местом притяжения как для читателей, так и креативной молодежи. На базе библиотеки располагается медиалаборатория по продвижению якутского языка и чтения на родном языке, а также клубы по интересам. Немаловажным является и пополнение книжного фонда. В самом начале он составлял порядка 20 тысяч экземпляров. Фонды нашей библиотеки, в общем-то, были основаны политическими ссыльными. Они, когда сюда приезжали, привозили книги, и некоторые книги у нас сейчас хранятся в отделе документных фондов. Фонды, когда я пришла, в общем-то, богатые были фонды. И не сказать, что вот мало книг было. Но, конечно, тогда был книжный голод, и поэтому были очереди на книги, заказы мы принимали. А сейчас очень хорошо у нас сформирован фонд. Мы приобретаем новые издания, и у нас читатели даже отмечают, что у нас один из самых лучших фондов в городе. В 2024 году Белинка получила статус модельной библиотеки и функционирует в формате современного центра креативных индустрий, объединяющего читальную зону, коворкинг, краеведческий сектор якутсковедения и сектор электронных услуг. В рамках национального проекта «Культура» в помещениях обновили техническую базу и создали комфортные зоны для читателей всех возрастов. Ежегодно библиотека имени Белинского участвует в федеральных грантах, очень успешно, скажу, и создаются условия для всего населения. Сегодня централизованная библиотечная система работает как один из основных органов вот именно по культурной политике. Создаются такие интересные пространства, где население может прийти и порадоваться вот чтению, посмотреть какие-то особые направления, инклюзия и так далее. Со дня основания в одной из старейших библиотек числилось 8 сотрудников и 20 тысяч книг и газет. Сегодня же в первом из 18 филиалов работает 27 сотрудников, а книжный фонд насчитывает более 158 тысяч экземпляров. Анастасия Пуляева, Иван Сорокаумов, Якутск. В Нерюнгринском районе идет подготовка к масштабному событию – международному национальному празднику Бакалдын. Торжества запланированы на 20 июня этого года и пройдут в местности Таастах. Праздник приурочен Году единства народа, в Году культуры и столетию венкийского села Иенгра. Организационный комитет уже приступил к активной работе. Гостей ждет насыщенная разноплановая программа, которая объединит сразу несколько тематических блоков – деловой, культурный и спортивный. Бакалдын – это не просто праздник, а символ единства, сохранение традиций, уважение к культуре коренных народов Севера. Подготовка к нему объединяет жителей Нерюнгринского района, дает возможность внести вклад в сохранение наследия предков. Ключевой акцент сохранения и дальнейшее продвижение того опыта
традиций, которые были сформированы за многие-многие столетия, а может быть даже тысячелетия. Мы хотим подарить людям искорку, наверное, даже своей души, да, чтобы каждый из них во время праздника уже зажегся, ему было интересно, он не хотел бы отсюда уходить, он с нетерпением ждал бы и с ожиданием особого смысла рассвета на нашей земле, но и после этого хотел еще не раз сюда вернуться, к нам в Нерюнгридский район и в славное село Иенгра. Таким увидели этот день наши корреспонденты. Я с вами прощаюсь. До встречи в эфире.